Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, с кем и чем сведет вас судьба в ближайшем будущем. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя, свою дату рождения. Подумайте о своих желаниях. Задайте свой вопрос высшим силам. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, как интересно. Ну что, мои хорошие, я думаю, что вы уже видите венец. Вот это крест. Не бойтесь, это сама судьба. С кем чем столкнетесь? Да с судьбой вы своей столкнетесь. Возможно, это человек, кому-то отыграется человек, а кому-то отыграется ситуация, либо какое-то предложение, дело даже, да, вот такое по судьбе, судьбоносное. Ну, давайте пойдем по порядку. Я вижу, что у вас на пороге человек из вашего прошлого. Человек, скажем так, с особенностями. Про таких говорят непутевый. Как-то профукал человек свою жизнь, вас профукал, упустил какие-то шансы, от возможностей отказался. Вот знаете, само в руки шло, счастье, добро в руки шло, а он такой, да, что там, еще придет. Походил, погулял, мир повидал, побили, потаскали. И вот он голову почесал и думает, нет, там в прошлом было хорошо. А ну-ка я пойду и еще раз попробую в то самое прошлое вернуться. Человек идет налегке. То есть у человека такое понимание, что не, ну она же меня любила, да, ну у нас же что-то с ней было. Она же мне клялась в любви. Да, говорила, обнимала, целовала. А ну-ка я сейчас заявлюсь, она обрадуется и сразу же в объятия мне кинется. Вот такие мысли у человека. Придет, вот знаете, даже без предупреждения, без каких-то там созвонов, да, вот, ну, на изи, да, человек просто заходит, там, ногой двери открывает и говорит, привет, Маша, как дела? Я вернулся, ты ждала. Так, ну, я так честно скажу, вы, конечно, будете шокированы. Но вот кого-кого, а его вы точно не ждете. Вот этот ваш шок сменится, ну, не агрессией, конечно, но таким вот резким словом вы этого человечка пошлете, чем его, конечно же, очень шокируете. Вот. Это интересная ситуация, поэтому, девочки, готовьтесь. Вот прошлое о себе напомнит вот таким безобразным образом, да, вот как спонтанно появляется и типа давайте принимайте. Ну, сказать, что вы будете в шоке, это ничего не сказать, и будете удивлены очень сильно. Вы, я думаю, пошлете куда подальше этого человека с его-то, извините, понтами и намерениями. Ну, это нормально, так оно, в принципе, и должно быть. Для вас этот человек не имеет никакой смысловой нагрузки. То есть там, он не поменялся, он не изменился, он вам не нужен. Это он, знаете, как для себя, да, я для себя ищу, ну, вот такую тихую гавань, да, где мне будет хорошо, где тепло, светло и мухи не кусают. Вот. И еще хочу вот сразу предупредить девочек, у кого есть отношения. Ну, например, вы с кем-то встречаетесь, общаетесь, даже, возможно, с кем-то проживаете, либо в браке. Будьте аккуратны, потому что вот это создание недалекое может, ну, действительно внести какой-то диссонанс в вашу спокойную, размеренную жизнь. Да, поссорить вас с любимым человеком,
Ну, со всеми вытекающими, сами понимаете. Так, дальше идем, мои хорошие. Здесь есть человек, который вам то ли должен, то ли что-то вам пообещал. Причем, знаете как, ну, если должник, то он отказался от своего долга и говорит, да нет, ничего не должен, возможно, там убегал и прятался, возможно, наоборот, даже с вами как-то там пытался судиться даже, да, за этот долг. Либо человек, вот, обещавший вам что-то вернуть, дать, предложить, да, ну, всякое в жизни бывает. Вот, с этим человеком были проблемы, потому что идет цифра 5 от этого человека. С этим человечком, смотрите как, вы узнаете, вот вы узнаете, что над этим человеком, видите, правосудие серп занесло. То есть человек попал в какие-то большие крупные неприятности, возможно, его судят, возможно, он арестован. Ну вот жесть происходит, потому что правосудие просто так не выходит, да еще и серп над головой, видите, значит, там действительно большие неприятности. Вот. И, возможно, вас вот будут вызывать там какой-то повесткой, либо к вам будут приходить представители власти, да, и брать с вас какие-то показания. Не пугайтесь, это нормально. Для вас это будет еще и шансом, чтобы свое получить, да, свою компенсацию. Возможно, как там встречное что-то можно подать, либо какую-то свою претензию написать. Там, да. Я просто не сильна в юриспруденции, я не знаю этих моментов. Но то, что для вас суд над этим человеком, да, либо разбирательство с этим человеком будут полезны, это 100%. То есть вы видите, вы на себя перетягиваете, вы можете воспользоваться этим моментом, да, и какую-то свою выгоду получить. Так что не теряйтесь, не бойтесь и смело говорите о своих претензиях. Вот, все нормально. Так, идем дальше, мои хорошие. Здесь вам что-то очень понравится, какая-то вещь, какое-то, может быть, предложение, вот что-то вас очень заинтересует. Я не могу сказать, чего это касается, но для вас это просто вот как, ну, пироженка, да, пироженка на витрине магазина, и вы такая думаете, интересно, хочу, нравится. Вот, что хочу вам сказать, да, о чем хочу предупредить. Ну, не все то золото, что блестит, чтобы вы понимали. У вас какой-то прям риск, да, вот пойти на соблазн и купить вещь, скажем так, ненадлежащего качества, либо вложиться во что-то, что не принесет вам, ну, скажем так, ни пользы, ни выгоды, да, ну, просто потраченные деньги. Вот, будьте поаккуратны со своими желаниями. Что-то нравится, окей, я об этом подумаю. Походите, подумайте, хотя бы минуточек 10. Честно себя спросите, зачем вам эта вещь, а что вы с ней делать будете, да? Ну вот если вы там приобретете, вложитесь, а что будет, какие там результаты, перспективы. Здесь какой-то большой риск, да, спонтанного действия, которое для вас идет, ну скажем так, оно и вредоносное, и вы можете потом сожалеть об этом, да, будете расстраиваться и будете переживать. Поэтому будьте поаккуратней. Так. Мне очень нравится, что здесь у вас то ли друг человек, то ли, может, даже сосед какой-то, знакомый знакомого, не знаю. Это мужчина. Мужчина очень худенький. Ну вот, ой, кожа до кости, да, про таких говорят. Вот этот мужчина вам идет как помощник. Может быть, вам нужно что-то отнести, перевести. Может быть, вам нужно что-то сделать, отремонтировать. И вам этого человечка посоветуют вот обратиться к нему. Вот скажут, вот он мастер, да, вот он может там проводку сделать, да, либо может что-то починить, там, положить, поклеить, прибить. Да. Вы посмотрите на этого человека, скажете, боже, ну там кожа до кости, на чем только там скелет держится. Да. У вас будет желание, ну, как даже не желание, да, скорее отношение какое-то пренебрежительное к этому человеку. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Нельзя судить по внешности человека. Это очень, неправильный подход. Я вижу, что вам очень важно именно с этим человечком, не подружиться, да, пообщаться, может быть, помощь от этого человечка получить. Вот на сегодняшний день, да, и на ближайшее будущее этот человек вам идет как помощник. А вот на будущее он идет вам, знаете, вот как, может быть, у вас есть
там родственники, да, там, ну, дочка, там, внучка, там, племянница, да, может быть, сестра. Вот почему-то мне идет, что этот мужчина может стать вашим родственником. То есть сойтись с кем-то из ваших близких девочек и стать вам вот там, ну не знаю, зятем, да, деверем. И причем он очень классный, он действительно работящий, он умненький, он способненький, такой спокойный, тихий мужчина. Он не к вам идет, да, то есть не станет вашей парой, но вот с кем-то из ваших родственников, там, подружек, там, девочек, да, он обязательно вот сойдется и будет замечательная семья, замечательная пара. А вот вы будете вот в роли того, кто посодействовал, да, посодействовал тому, что вот такая семья образовалась. Не судите по внешности, просто посмотрите, как этот человек работает, да, как он рассуждает, размышляет. Вы будете в шоке, да, в приятном шоке, что вот человечек там внешне, там, как там говорят, ни кожи, ни рожи, да, а такой глубокий, такой сильный, рассудительный и очень такой добрый. Добрячок идет. Так что, девчонки, не пренебрегайте. Он и вам дело сделает, и, ну, действительно, каким-то вам родственником станет. Это очень приятно. Так, идем дальше. Здесь вот на работе, кто работает у меня, у вас есть женщина, либо появится, может быть, вы на новую работу поступите, либо выходите на новую работу. Но женщина такая полненькая, в теле женщина. Вот эта женщина будет вас всячески как-то опекать, либо вам помогать. Вот ей вы очень нравитесь, вы ей очень приятны, вы ей даже кого-то напоминаете, да, может быть, родственников, может быть, там, каких-то друзей, подруг, там, детства, допустим, вот, очень будет к вам расположена, а вы будете в недоумении, да, вот, что она ко мне так относится, чего она ко мне пристает, да, почему она мне все время там навязывает свое общество, свою помощь. Мои хорошие, не ищите подвоха. Полненькая женщина, такая приятная, она очень приятная и такая, знаете, вот говорит много говорит, веселая. И действительно, у нее обширный круг знакомств, у нее есть связи, у нее есть люди, которые могут, например, что-то решать, что-то делать. Она не так проста, как кажется. Сближайтесь, не отгоняйте ее от себя, не выставляйте вот эту стену равнодушия, да, вот не смотрите на нее косо. Поверьте, вот человечек вам проникся, действительно вы понравились вот как личность, как персона, поэтому к вам и потянется. Очень приятная женщина, и она вам в будущем, да, может быть даже в отдаленном будущем, действительно будет полезна. Вы судьбу и высшие силы будете благодарить за то, что вы с этой женщиной сблизились, познакомились, да, что у вас с ней дружба началась. Очень приятно. Мужчин это, кстати, тоже касается. Не думайте, что она к вам пристает как к мужчине. Нет. Вы ей просто как человек нравитесь. Может, сына напоминаете, да, либо брата. Да, может быть, там чем-то даже там, на отца ее похожи. Очень-очень хорошая тетечка, поэтому смотрите, не упустите этот шанс. Она действительно очень многое может сделать. Она не так проста, как выглядит. Так, мои хорошие, дальше. Здесь у кого-то парень, ну, жених, я так понимаю, да? Мужчина, который, не знаю, как-то начал пропадать, в тень уходить, там на работу ссылался, да, то некогда, то 5-10. Ну, как-то у вас отношения вроде были, вроде как, ну, общались, там кто-то встречался, а вот на нет начало сходить. Вот этот парень назад к вам возвращается, будет усиливать свое внимание, будет более, скажем, такой активный. Знаете, он даже как-то поменялся, стал, ну вот даже взгляд у него поменялся, он стал более таким прям напористым, что ли, ну не наглым, напористым, да, вот, вы будете, конечно, смотреть и говорить: мужчина, а вы кто? Кто? Я того помню, он такой весь там дрожал, трусился, слова лишнего не мог сказать, а вы тут такой прям активный стали. Кто вы? Очень интересные метаморфозы с этим человеком произошли. Вам, девочки, понравится. Он станет таким, как вы, например, хотели и ждали. И, кстати, да, он начнет торопить события. Что произошло? Ну, тут песочек не указывает. Песочек говорит о том, что мужчина как будто бы
ну вот я не знаю, да, со своими страхами, возможно, встретился. У него были большие комплексы, зажатость у него была очень сильная. Вот. Но под влиянием каких-то обстоятельств, либо какой-то ситуации, вот как пересмотрел свою жизнь. И знаете, если раньше он жить боялся, то теперь он будет торопиться жить, понимаете, другая крайность. Но зато будет интересно, вам с ним реально будет интересно. Смотрите, прям за вами идет и идет, и говорит: давай, давай, пошли общаться, встречаться, жениться, съезжаться, давай, давай. Я уже не могу ждать, хочу скорее, всего и сразу хочу. Так, мои хорошие, здесь вам человечек несет благую весть. Ну, я так понимаю, это либо почтальон, либо посыльный. Вот человек вам принесет извещение, письмо, какой-то документ, да. Очень вы этому обрадуетесь. Вы либо давно ждали, надеялись, да, что эта ситуация произойдет. Вот, пожалуйста, идет человечек, так, знаете, не спеша, налегке, вот идет и несет вам эту бумажечку, да, это извещение. Очень, кстати, приятно. Вот кому-то по этой бумажечке то ли деньги поступят, то ли какая-то помощь будет оказана. Тоже хорошо. Так, кому-то, кстати, больничка вышла. Больничка, доктора, какие-то, может быть, анализы, процедуры. Вот какая-то чистая случайность идет. Чистая случайность. То ли вас направят, да, на какое-то обследование. Может быть, вам медосмотр надо пройти там на работе, допустим. Либо... Но вот вы идете как будто бы по одному делу, может быть, вы кого-то поведете, да, с кем-то пойдете, вернее, как сопровождать будете. И почему-то вы тоже будете обращаться, вот как проверяться, проходить что-то, какие-то чекапы. Вот, мои хорошие, вам так повезет, вам такой душка-доктор попадется. Не могу сказать, мужчина или женщина, но мне как бы здесь не показано. Мне показано, что этот человек, он просто волшебник и чародей. То есть работу свою настолько знает, настолько любит, настолько вот болеет своей работой, что от него все люди вот прям в восторге. Вот какая умничка, да, доктор умничка. Вот. И девочки, этот человечек, доктор, да, я имею в виду, что-то вам посоветует, выпишет. Может быть, даже, знаете, как... Вы, например, ни сном, ни духом, что у вас там какие-то недуги есть, а он вам определит, и вот знаете, вот и значит лечение такое хорошее, и полечит, и вы даже, знаете, как и думать об этом не будете. Вот такая умничка. Можете смело доверять, потому что доктор, что надо. Вот работу свою он прям любит и делает, просто какая-то уникальность в нем присутствует. Вот если вы кого-то поведете к этому доктору, ну, я думаю, что вы прям там боженьку поблагодарите, что именно этот человек вам встретился, ну, настолько профессиональный. Так, здесь у меня с детьми что-то не так, с детьми. Смотрите, мои хорошие, у кого проблемы с детьми? И дети уже такие подростки, да, там, и пубертат, чуть-чуть постарше. Вот ребенок как будто бы совсем от рук отбился. Непонятно, что происходит, чем он там живет, огрызается, закрывается, отмалчивается. Даже, возможно, вот как, знаете, пропадает где-то. Вы узнаете, к вам придет мама, скорее всего, либо, может быть, бабушка, друга, либо там приятеля, да, с кем ваш ребенок общается, и она вам расскажет, что там происходит, почему они, подростки, такие, да. И вы с этой женщиной вот посидите, поговорите, и знаете, вот вы вот вся в переживаниях, она вся в переживаниях, но во-первых, она все объяснит, да, что происходит, а во-вторых, вы вот с ней как бы сблизитесь на этой теме и будете вот как друг другу, что ли, там, ну, помогать, там, как-то информацию передавать. Вот вместе вы объединитесь. И оно, в принципе, не так уж и страшно будет, и будете больше контролировать своего ребенка, хотя бы понимать, что, где, как происходит. Так, еще здесь очень важный человек вышел, очень важный, начальник, руководитель, может быть, человек высокого ранга, звания, кто носит какие-то вот знаки отличия, да, ну, а знаки отличия это у нас что? Какие-то эмблемы, нашивки, погоны могут быть, ну, прям такой человек, вот все боятся, да, авторитетный очень человек.
у вас почему-то с этим человеком какая-то случайная встреча идет. И у вас будет возможность этому человеку, ну, как пожаловаться, не пожаловаться. Этому человеку вы расскажете о том, что вас беспокоит, да, либо то, что вам нужно, не хватает, да, вот какую-то просьбу, жалобу, да, что-то вот типа такого будет происходить. И вы будете говорить с этим человеком и вот думать, что, ну, там все эти высокопоставленные люди, там, чиновники, им на обычных смертных там плевать, да, плюнул и размазал. А вот этот человек, он не такой, нет. Вы знаете, он выслушает все, что у вас там накопилось, да, мало того, буквально там в тот же день, через день вы получите результаты, помощь, конкретную помощь вы получите от этого человека. Поэтому, мои хорошие, не стесняйтесь. Не стесняйтесь говорить, как есть. И не надо вот так думать, что да, там все чиновники, там коррупционеры и прочее, прочее. Вам лично попадется тот, кто действительно патриот, тот, кто знает, что такое совесть и честь, и кто честно выполняет свою работу. Это не для всех, но вот кому-то выпадает такой случай, вот общение с таким высокопоставленным человеком. Так, мои хорошие, еще тут какой-то закон у вас выходит. Закон, правила, штрафы могут быть судебные решения, какие-то экспертизы. Не знаю, вот что-то связано с буквой закона, но это не сам суд как суд, это что-то досудебное или околосудебное, да? Больше похоже, конечно, на какие-то штрафы. Смотрите, здесь вот люди такие, они сухие, они, ну, такие вот черви, да, книжные черви, они кроме вот этих букв, они ничего не видят, и для них буква закона, да, она превыше всего. То есть как бы люди для них не существуют, да, либо что такое люди, да. Вот мы живем по законам, вот что написано, то надо исполнять. Ну, какая-то черствость идет. Вот. И смотрите, мои хорошие, я вижу, что вы со своим мнением, вы хотели бы там добиться чего-то. Но я хочу вас предупредить, что именно те люди, которые встретятся вам, они только понимают букву закона. Если вы в законе не сильны, если вы не юрист, если вы, ну, скажем так, да, далеки от всей этой темы, то лучше заручитесь поддержкой профессионала. Сами по себе там штраф оспорить, либо, ну, какие-то, может быть, там квитанции, да, что-то несправедливое, вот с вашей точки зрения, связанное с законом, у вас самостоятельно не получится оспорить. Поэтому здесь нужно искать юриста, который, ну, вот прям подкованный, грамотный, кто может вас отстоять. Если вы надеетесь, что люди, вот, ну, эти чиновники, не знаю, кто они, пойдут вам навстречу, выслушав, ну, ваши проблемы, вашу историю, нет. Здесь только понимают вот слово, букву, как там, закон. Так что ищите, у вас есть возможность вот эту всю ситуацию перевернуть в свою сторону, если найдете себе хорошего правозащитника. Так, ну и еще хочу вот для кого-то сказать, что на пороге тот, кого вы любите, и тот, кто любит вас. Смотрите, у одних отыграется, что это история треугольника, а у других отыграется, что человек где-то далеко находился и как будто бы там был привязан к тому месту, к тому дому, к работе, да. Опять же таки, разброс большой, да, мог человек действительно где-то на вахте работать, мог человек жить в другой стране со своей семьей, ну, я имею в виду там родителей, а мог быть человек с другой женщиной, да. Вот у этого человечка к вам путь, вот как будто бы он вырывается из вот этих всех пут, всех этих блоков, замков, цепей, да, и к вам идет. И знаете, вот придет как-то вот прям, не знаю, то ли поздний вечер, то ли уже ночь будет на дворе. Ну, вы совершенно ждать не будете, а этот человек, вот он влетает просто в ваш дом, и вот праздник, счастье, наполненность, вот ждали, вот сердце просило, и вы сами себе будете удивляться, да, вот какой прекрасный подарок вам послала судьба. Тот, кто вас любит, тот, кого любите вы, вот наконец-то рядом с вами. Вот прям такое счастье классно. Вот я прям чувствую вашу энергетику. Это действительно феерия и яркость чувств.
мои хорошие. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.